25 апреля по традиции в республиках Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, а также потомки черкесских иммигрантов более чем в 50 странах мира отмечают День адыгского флага. В этот день традиционно организуются праздничные мероприятия. В Сухуми в честь праздника общественная организация «Амч» организовала культурную программу Адыгского этнокультурного вечера. Мероприятия начались с возложения цветов к мемориалу в Парке Славы, в котором приняли участие сотни школьников и взрослых. В нашей организации есть направление по разработке этнокультурных вечеров. Мы решили, что будет очень символично, если мы адыгский этнокультурный вечер проведем именно в день адыгского флага. Мы разработали мероприятие, первым пунктом от которого есть возложение. Участвовать в этом пункте, даже если он начинается очень рано, очень важно, потому что мы отдаем дань нашим традициям, людям, которые положили свои жизни во благо нашего будущего. Поэтому мы максимально хотели привлечь население страны. Я так чувствую, что за спиной полощутся два флага, под абхазский и адыгский. Это было и в войну. Ребята, которые пришли оттуда воевать, они пришли со своими флагами, и здесь они взяли в руки наши флаги вместе. Эти два флага были символами борьбы за спасение абхазского народа. И поэтому это надо помнить. Мы должны быть вместе, а поодиночку мы можем исчезнуть с лица земли. Далее мероприятие продолжилось в Государственном комитете Республики Абхазия по репатриации. Поздравляя с Днем адыгского флага всех присутствующих, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации Бисланд Бар отметил, что адыгский флаг – это яркий символ неистребимости свободолюбивого духа горских народов Кавказа. Богатейшую историю имеет адыгский флаг. Популярное среди черкесов знамя с изображением 12 пятиконечных звезд и 3 перекрещенных стрел принято выводить из исторической ситуации XIX века. Флаг придуман для черкесов как символ независимой Черкесии в Кавказской войне, к созданию которой стремились Великобритания. О значении адыгского флага во время Отечественной войны рассказал герой Абхазии, доброволец из Адыгеи Эдуард Казаноков. Я буду говорить о том, что нигде никогда не говорится, в знак уважения к вам, молодым ребятам. Первое. Вот этот флаг исторически, правильно все было сказано, в Кавказскую войну, он был действительно принят так, но на современном этапе флаг, который стал флагом Государственной Республики Адыгея, был сшит под руководством Адама Хуаде, человека, который был организатором добровольческого движения в Абхазии на всем Кавказе. Когда Адама Хуаде предложили не идти в бой, потому что он был командир всех, он сказал: я должен своим примером показать, как должен себя вести мужчина-адыг. Он в первом же бою погиб. Присутствующим был показан документальный фильм «Черкесия», который посвящен ее истории и культуре. Впервые о черкесском флаге упомянул в своей книге «Путешествие в Черкесию, Крым, Татарию» английский путешественник Эдмунд Спенсер, который находился в Черкесии в 30-х годах XIX века. В 1992 году черкесский флаг был утвержден как государственный флаг Адыгеи. В рамках мероприятия Адыгского этнокультурного вечера музыкальное шествие с площади имени Сергея Багапша, выступление инструментального оркестра, обрядовые пляски адыгского народа, абхазские национальные танцы и танцы народов Кавказа у Театральной площади. Саид Джарсаля, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.